На прошлой неделе бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров заявил, что русский язык якобы нам больше не нужен. Он захотел, чтобы официальный статус у русского языка больше не было. Мы сегодня поговорим, нужен ли нам русский язык сегодня и какая ситуация вокруг кыргызского языка. С нами сегодня в гостях Темирбек Аджигулов, председатель правления бизнес-ассоциации «Джия», Талгат Джулдошев, член движения Кыргчоро, Джамбет Джусубалиева, публицист, и Чурубек Сааданбек, директор общественного фонда «Наш Биздин Мурас». Первый вопрос. Нужен ли нам сегодня русский язык и какова роль этого языка? Если посмотреть, как бы это же у нас официальный язык, сфера применения такое официальная, да, то есть это на уровне там правительства. Если так посмотрим, 2 года назад, по-моему, да, наша нацкомиссия по госязыку проводила опрос, насколько документы готовятся на государственном кыргызском языке, да, и выяснилось, что у нашего правительства практически там 80-90% в министерствах, в самом правительстве документы готовятся и вообще дело производства ведется на официальном языке. Вот. Если исходить из этого, вот сейчас взять и вот так раз отрубить, наверное, не получится. Почему не получится? И как вы считаете, вот сейчас там 90% госслужащих завтра же начнут там грамотно писать, составлять документы. У нас и так там на кыргызский язык там по остаточному принципу делаются маленькие выжимки и переводы там каких-то маленьких таких выжимок, да. А вы представьте, сейчас наши люди начнут там писать документ с оригинала там с кыргызского языка без перевода. У нас как бы сейчас дело производства государственное, оно вот такая переводческая, да, все составляется сперва на русском языке, потом переводится на кыргызский. То есть, если сказать честно, мы сами просто не готовы. Но, с другой стороны, да, вот с 97-го года каждый раз говорят, вот со следующего года у нас там госязык будет обязательно, все будут сдавать экзамены, мы переходим на дело производства там, на кыргызский государственный язык. И каждый раз это переносится, потому что народ не готов. Да? С другой стороны, можно еще вот так тянуть без конца. Но, с другой стороны, как бы вот взять сейчас тоже, обрубить и перейти тоже не получится. Если даже вот так сделаем, не получится, придется делать откат. Но здесь, наверное, нашему правительству надо, наверное, как-нибудь, когда-нибудь собраться и начинать выполнять то, что прописано в законе о государственном языке. Да? То есть хотя бы 100%, чтобы они начали дублировать для начала. Иначе не получится. Талгат, а зачем переходить на кыргызский язык? Почему нужно ввести документацию на кыргызском языке, на государственном? Я так думаю, кыргызский язык, он наш родной язык. И чтобы мы сохранили нацию свою, мы должны изучать кыргызский язык. Другое дело, мы всю базу знаний получили на русском языке, мы обучались на русском языке. Сейчас, в данное время, я наблюдаю такое, что видимо, плохо обучают нашим кыргызскому языку, потому что это со школьных парт надо обучать детей. И минимум 2 поколения хотя бы, чтобы те дети, которые обучились кыргызскому языку, могли своих детей потом контролировать. Домашние задания. Мы стали независимым государством, уже одно поколение прошло, да, 25 лет, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Пройдет еще 2, что-то изменится. Вы говорите что нужно сохранить нацию. Рано или поздно мы все равно придем к этому. Мне Вы кажется, сказали, да, что нужно сохранить нацию. А разве есть какой-то вызов нации? Вы знаете, вот государственный язык наш кыргызский, официальный русский. Если так посмотреть, то государственный язык, он чуть-чуть, официальный язык русский, он мешает развитию кыргызскому языку.
Интересно, чем мешает. Ну, потому что дело производства на русском же идет. Вот я Дело работал... производства — это только узкая одна маленькая часть. Язык намного больше и шире, чем мы представляем. И вообще, мне кажется, вопрос совершенно неправильно поставлен. Я вас понимаю, вы как бы как адвокат дьявола, да, как бы от обратного идете. Ну, я так представляю, да. Задаете вопросы, нужен ли русский язык. В нашем случае русский язык, может быть, в других случаях, где-нибудь в Швеции будут английский там и так далее, да. Один язык другому, ну, совершенно не мешает, да. И то, что вот Чуробек говорил о делопроизводстве, и вы тоже, да, это одна малая только часть, и причем здесь речь идет о некой целесообразности, да, вот вы говорите, нецелесообразно там убирать и так далее. Но ведь это поле намного больше, и надо вопросы поставить совершенно в другой пласт, в другое поле. Вот. К сожалению, у нас вот этот вопрос политизируется, вот что очень плохо. Ну, например, культура, потому что любой язык это основополагающая как бы база культуры, да. И если даже элементарно понятно, что ну, если даже можно научные какие-то данные приводить и так далее, то есть знание одного языка знанию другого совершенно не мешает, да, но это вот в пику вам сказать. Другое дело, я согласна, что не применяется достаточно усилий для того, чтобы изучать, распространять кыргызский язык у нас, да. Ну, действительно, исторически так сложилось, мы выросли там в русскоязычных школах, ну, я имею в виду при Союзе было больше распространения русского языка и так далее, да. Но сейчас, с 90-х годов, действительно, в силу разных причин недостаточно применяется усилий для внедрения, распространения, знаете, на хорошем, качественном уровне кыргызского языка. Вы вот хотите это сказать, проблема. что То есть не вообще проблема во время вводить Союза... или не вводить. Проблема, как его распространять и насколько качественно преподавать в школах. Вы хотите сказать, что во время Союза в Кыргызстане преобладал русский язык, и в школах практически все так было. проходили Так на русском было. языке? Да. А как насчет регионов? Там тоже так. Там тоже Везде было на русском языке. Особенно официальная документация, да, в государственных органах, это было основным нашим в то время на русском языке. И на сегодняшний день вопрос, я думаю, ставится немножко неправильно, опять же, потому что русский язык, мы не говорим, что он нам не нужен, он нужен. То есть если у нас будет третий язык, это еще хорошо будет. Английский статус официального? Смотрите, вопрос здесь в чем состоял, да, статус официального, чтобы переходить на кыргызский язык, чтобы вся документация, весь официальный документ, который у нас в государстве идет в обороте, да, он должен быть на кыргызском языке. Вот к чему они, я думаю, вели. А от того, что они убирают со статуса русского языка, от официального статуса, от этого русский язык, я думаю, он не пострадает. Мы, допустим, сейчас как с вами говорим на русском, мы так и будем продолжать говорить на русском языке. У нас фильмы ставят в разных кинотеатрах на русском языке, как ставили, так и будут продолжать ставить. Да? Но я думаю, вопрос в другом, то есть насколько мы сможем продвинуть кыргызский язык, чтобы, да, мы пытаемся в садиках, пытаемся в школах детям на кыргызском что-то объяснять, говорить, да, чтобы они говорили. Это одно, это вот наш личный, скажем, выбор, то есть мы можем принимать решение, да, как я кыргыз по национальности, я хочу, чтобы мои дети знали кыргызский язык, я буду их обучать. И русский язык также, потому что я знаю, что есть перспектива, то есть есть все-таки база очень большая, да, правильно, это литература, это история русского языка, история кыргызского языка, скажем. Знание английского языка не мешает, наоборот, нам помогает развиваться, поэтому учим английский язык. Но здесь, я думаю, я хотел бы разделить на две части, да, то есть, да, официальный документооборот, официальная переписка на государственном уровне, внутри государственных органов должна быть на кыргызском языке. Об этом уже 27 лет мы говорим, вот как сейчас Чуробек говорил, каждый год мы отодвигаем, передвигаем. А для чего? Какую проблему? Во-первых, смотрите, это идентичность с нацией страны, то есть это все-таки наш родной язык. И почему мы 70 лет при Советском Союзе, до Советского Союза говорили на кыргызском языке, период Советского Союза мы кыргызский язык потеряли практически. И сейчас возвращаемся, и это считается плохо. Я с этим немножко не согласен. Да, да, может быть, ну вот видите, реакция какая, да, в обществе. Да. Почему вы убираете статус русского официального языка, почему? Но вопрос не в том, что мы не принижаем русский язык. То есть я сам говорю на русском языке, вырос среди русскоговорящего населения. Что убираем официальные? Реакция населения, реакция, особенно СМИ, да. Здесь другой, если остаться... Неправильно преподносит, понимаете? Здесь опять же вот, политизировался вопрос, нужно стараться немножко преподнести правильно, то есть объяснить правильно, да, людям. Ребята, мы
мы не собираемся принижать русский язык, мы, наоборот, собираемся поднять статус кыргызского языка, чтобы кыргызский язык, он жил, да? Но вы сейчас Язык хотите сам сказать, по вы себе сейчас хотите нуждается сказать, что В том, чтобы мы ему давали нужно статус, поднимать не уровень давали. кыргызского языка, убрав официальный статус русского. Нет, ну давайте вопрос поставим так, да, вот, мне кажется, русский язык сам по себе не нуждается в том, чтобы мы ему присваивали официальный статус, Знаете, не так же, присваивали, да? Чурабек, тогда так же Вот. Что касаемо вот, делопроизводства, почему мы в это делопроизводство, почему все время утыкаемся? Делопроизводство, потому что это деловая жизнь страны, да? Включая правительство, там, Джордж Кенеш, аппарат президента, бизнес, экономику. А вот мы уже сколько раз обсуждаем, я во скольких этих обсуждениях был, да? Все говорят, там, давайте там со школы, там, садика начнем. Окей, мы знаем очень много примеров, когда ребята из регионов, которые знают прекрасно кыргызский язык, заканчивают Манас, куда они могут поступить, не зная русский, да? Потом надо устраиваться на работу, и они не могут устроиться на работу, потому что не знают русский язык. И они начинают учить русский язык. То есть мы в конечном счете утыкаемся в это вот делопроизводство. Делопроизводство это что? Это жизнь экономики, жизнь какого-то предприятия. Да? Если он свою жизнь ведет на русском языке полностью, а ты приходишь туда, русский язык не знаешь, тебя на работу просто не возьмут. Да? Если вообще-то говорить о дискриминации в нашей стране по языковому принципу, вообще есть дискриминация для кыргызоговорящих, которые не знают русский язык. Вот. Советское время из-за того, что кыргызский язык был вытеснен, грубо говоря, вот, на бытовой уровень, да, все делопроизводство, наука, там, я не знаю, вся жизнь государства, общества было на русском языке. Русский язык сейчас до сих пор поэтому не может набрать обороты, занять свое достойное место, которое должно было занять, да, и остается вот на уровне вот такого языка, который просто переводит с русского языка. Ну, как бы это вот такой вспомогательный язык. Вот, поэтому очень важно, когда я говорю делопроизводство, я не имею в виду просто вот такую документацию. Вот это законодательство. Это тоже, в конце концов, делопроизводство. У нас законы пишутся на русском, потом что-то переводится на кыргызский, что-то не переводится. Если переводится еще криво-косо, там еще обсуждаем. Да? Я вот с такой точки зрения говорю. Ну, здесь вы говорите о делопроизводстве. А каким образом их права дискриминируются, если в законе прописано, и это четко исполняется, когда любой гражданин может обращаться в милицию, скорую помощь, либо на русском, на кыргызском языке, писать заявление на двух языках, и также в суд обращаться? Вам же просто не отказывает. Вы приходите, допустим, в банк устраиваться. Ну, где сейчас у нас есть банк, который ведет свою там, деятельность на русском и на кыргызском языке, да? У вас там отчетность, программное обеспечение, с которым вы должны работать, все это там интерфейс на русском языке. Вы просто не можете там работать. У вас нету, у вас как бы, как скажем, легально, то есть, да, никто там не дискриминирует как бы официально, да. Но то, что вы говорите, мы же видим, да, вот сотни там примеров, когда говорится, там, на работу берем только славянской это внешности, только обязательным знанием русского языка. Где это? Да? Ну вот насчет вот эта база, горнолыжная база ЗИЛ Я думаю, было. это... Недавно было авангард спорт, там, или что там, вот, да, авангард строй, который ведется там свои спортивные залы. И что наши ГКМБ на это реагируют? Но это уже другой вопрос. Нет, знаете, не реагируют. это... То есть, когда есть дискриминация в обратную сторону, у нас никто не реагирует. Значит, все-таки у нас большое количество населения, которое не владеет русским языком. Да, вот давайте Такое я еще есть. раз... Но еще... при этом статус надо снять. Нет, я не Ни на говорю, что статус не влияет, надо да, снимать. То есть я говорю, что за счет того, что мы снимем статус русского языка, русский язык не будет развиваться. Русский язык должен развиваться с помощью кыргызов, да? И не знаю, каким образом русский вам мешает, ну, не знаю, там закон, законодательно, все есть для того, чтобы русский язык развивался. Последние несколько лет сотни миллионов сомов выделяется и не осваивается. Да? Да. Очень плохо И что в работает этом эта виноват система. русский язык? Нет. Ну, то есть, мне кажется, в данном случае, когда господин Бекназаров поднимает, это просто популизм. Это чистая политика. При этом Сооронбаю Это Жээнбекову И оскорбление не помешало, кыргызского языка, то, что он говорит, честно. но при этом Сооронбаю Жээнбекову не помешало незнанию русского языка стать президентом.
Да, потому что в этом случае... Это говорит о том, что у нас в стране есть дискриминация? Нет, Он так какого рода он уже не дискриминация? Ливан пошел устраиваться, правильно, он ушел стать президентом. Я просто хочу подтвердить слова Чарубека. Я много лет проработал в горнорудной отрасли в Кыргызстане. Возглавлял большую компанию здесь. И я вам однозначно скажу, что там незнание русского языка вам не даст доступ к этим компаниям. Однозначно. Все-таки документооборот, делопроизводство, вся переписка, то есть вся работа на русском языке. Ну, посчастливилось мне, я вырос в русскоговорящей среде, то есть я могу говорить, я поэтому устроился, да. Но я с Чарубеком согласен, мы последние 10 лет работаем с малым средним бизнесом, ну, в рамках ассоциации, и мы больше работаем с регионами. Поверьте мне, 80% у нас населения и так живет в регионах, правильно? Я проработал и в Баткене, на Иссыкуле, в самый край Кыргызстана. Я однозначно вам скажу, что там дело производства только на кыргызском языке. Там ребята растут, поколение новое идет, только на кыргызском говорят. И опять же вот согласен с коллегой, да, он говорит, эти ребята в 17 лет приезжают в Бишкек, они не знают, куда устроиться. Потому что единственный университет, который дает знания на кыргызском языке, вот у нас один университет. И опять же вопрос стоит. То есть, но эта проблема, опять же, не ущемляет, не умиляет статус русского языка. Опять я говорю, нам нужно немножко отделить, да, эти две проблемы, отделить друг от друга. Мы не собираемся топтать русский язык, я не знаю, там, или занижать статус русского языка. Русский язык, он как был, он остается и будет. То есть, если кому интересно, пожалуйста, учите русский язык. Интересна литература русская, учите литературу русскую, да? Но мы забываем, что еще кыргызский язык, свой родной язык, да, мы не можем туда обратить внимание. Мы, когда говорим, не можем обратить внимание, в целом говоря о государстве, в целом у нас программы системных нету. У нас нету учебных материалов на кыргызском языке. К сожалению, те материалы, которые пишутся сегодня школьные, вы же видите, какие, да, скандальные выходят постоянно. То с ошибками, то каких-то непонятных там героев, да, туда вставляют. То есть такого характера хаос. И наше государство в последнее время больше занято, наверное, политикой, да, чем вот развитием, скажем, того же родного нашего кыргызского языка. И поэтому такие яркие заявления делать на высокой трибуне, ну, каждый может. А на самом деле это все воплотить в реальность и работать, допустим, с тем же образованием, с той же промышленностью. Нужно работать, нужно законы принимать. Законы нужны, то есть почему? Потому что законы стимулируют. Да? А каким образом доминирование русского языка влияет на неразвитие кыргызского? Ну, смотрите, сейчас у нас как бы все важные, да, решения, дискуссии общественные, все происходит здесь, в Бишкеке, да? И все это 90% происходит на русском языке. И когда вы прекрасную идею оформили на русском языке здесь составили, а регионы, говорящие 78% на кыргызском языке, просто не понимают, о чем речь, да? У нас, когда говорят, что наше общество состоит как бы из двух частей, которые друг с другом не сообщаются вот именно на языковой основе, да, русские язычные здесь говорят о чем-то, прекрасные вещи обсуждают, а часть кыргызскоязычная просто их не слышит, потому что не понимает, о чем они говорят. И это не ведет никаким образом к развитию, да, нашего вот, не только языка вообще страны. Вот, может быть, в этом и есть. Поэтому как бы очень важно, чтобы основная часть населения, которая живет в регионах, составляет, ну, грубо говоря, костяк страны, понимала. То есть власть должна, на мой взгляд, обслуживать тех, кто является народом. То есть говорить на его языке, да, этого народа. Ну, то есть, если я хочу, чтобы мои решения доходили до народа, я должен говорить с ним на одном языке же. Или я там, короче, я вот так сказал, как хотите, так и понимаете. Ну, мне кажется, так и происходит. Вот а нельзя ли вообще посмотреть возникает с другой стороны? Если русский язык так востребован, почему бы тогда русский язык не развивать в регионах? Для того, чтобы легче было поступать в университеты. Вы на какие цифры опираетесь? Я вам сейчас вот дам такие цифры. Вот статистика школ. По состоянию на февраль 2018 года всего по республике действует 2236 школ, из которых 75% с кыргызским языком обучения. Это 1423. Но при этом есть еще и цифра, это уже о высшем образовании. В высшем образовании из-за того, что вот большая концентрация университетов в Бишкеке, преподавание идет на русском языке. Да. Ну, смотрите. И дальше, когда уже профессионально студент осваивает русский язык, как они будут делопроизводство ваше вести на госслужбе или какое-либо предприятие, если у него профессионально русский и бытовой кыргызский? Вот смотрите,
1989 году, когда Советский Союз развалился, был последний перепись, да? И тогда у всех союзных республик оценивали уровень знания русского языка. В Кыргызстане это было 31 или 33%, что-то в этом роде. То есть сказать, что вот у нас есть такой стереотип, в Кыргызстане почти все понимают, знают русский язык, это не так. Потому что наконец вот, Советского Союза, который там государственный язык был русский, и все делалось русским, кыргызы 33% было, да? И вы думаете, с тех пор у нас количество людей, хорошо знающих русский язык, в процентном соотношении увеличилось? Мне кажется, нет, наоборот, снизилось. То есть, когда мы говорим, что в нашей стране все понимают русский почти, ну, мне кажется, это вот стереотип, да? Ну, просто надо обратиться к статистике. И Какая поэтому, статистика вот, получается, я говорю, значит? 89 года там 33% кыргызов говорили, что они знают русский язык. Вот, и я к тому, что будет легче? Или обучить 70% кыргызов русскому языку, или 30% наших граждан, которые являются, скажем, хорошо образованными, они хорошо обучаются, что-то быстро осваивают, или их обучить кыргызскому языку. Здесь есть следующее тоже исследование Сороса, где говорится, что наибольшее количество школ вот с русским языком, они востребованы на первом месте. То есть это связано с тем, что вот выражено большое желание со стороны учеников и их родителей, прежде всего экономического характера, то есть трудовая миграция, причина тому, чтобы они выстраивали большие очереди в русские школы. Проводили исследования, количество опросов, там, какая методология была. Очень интересно. Просто заявить так тоже интересно заявлено со стороны Сороса. Я думаю, так, чтобы говорить, ну, уже нам изначально говорить, что ребята у нас кыргызы все мечтают попасть в Россию и быть мигрантами, ну вот о чем и говорит, да, сейчас получается исследование. Нет, Здесь нужно... Я статистикой не владею, просто знаю чуть-чуть регион. Ожский у меня отец оттуда, да, и часто бываю вот, в селах Алайского района. Такое есть, я вижу это вокруг и так далее, и это же реально. Я с вами не соглашусь, потому что мы, я же говорю, мы в бизнесе, да, мы уже 12 лет, 10 лет работаем с регионами. Предприниматели, то есть те, которые более-менее что-то делают на местах, там небольшая ферма, не знаю, небольшой, допустим, цех какой-нибудь открыл, да, то есть эти ребята, наоборот, стараются остаться здесь, развиваться здесь. И вместо того, чтобы стимулировать их, помогать им, мы наоборот, мы их всех загоняем под одну вот. И всем... И никто не отрицает, что они есть, понятно, что есть. Нет, есть, конечно, но я думаю, сейчас наши вопросы немножко отошли. Смотрите, я думаю, здесь проблема, мы приходим к той проблеме, которая уже давно стоит, звучит, да, это проблема. А что у нас с кыргызским языком, то есть на сегодняшний день? Что мы с ним сделали, да? Что мы сделали для того, чтобы кыргызский язык развивался? Кроме книг Чингиза Айтматова, Туракуловича, других материалов особо у нас нет, но у нас есть, конечно. Допустим, научные статьи, он перед передачей я вам говорил, да, допустим, мы сейчас пишем на одну тему, там, парламентаризм, все такое, но нету материалов научных, ни экономических, ни других. Значит, проблема в чем, то есть в ком, да, тогда искать? Не только в государстве же, правильно? Мы сами тоже, значит, не интересуемся, мы сами, значит, не стараемся, да, учить кыргызский язык и читать на кыргызском, писать на кыргызском языке. Хотя вот 30-40% населения, как Журабек говорит, у нас более-менее образованные, то есть они активно адаптируемые часть населения. И здесь нужно нам все вместе взяться тогда. Не надо ругаться, не надо разделяться, обижать русский язык или кыргызский язык. То есть вопрос не в этом, а, наверное, стараться давать тогда, раз мы понимаем, что статус кыргызского языка, понимаем значимость кыргызского языка, значимость нашей вот, как правильно, этнического, да, скажем, язык все-таки это история, это культура, правильно? Если мы хотим это все сохранить, то мы должны все тогда вместе, включая меня лично, наверное, и остальные все к этому приложить какое-то усилие, да? Большое усилие нужно, да. Нет, я вообще, опять-таки, мы вокруг вот этой, знаете, нужен русский или кыргызский. Это, мне кажется, полное... Нам нужно отойти от этого, просто в корне пересмотреть, как ставить вопрос. Потому что никогда один язык другому не мешал. Язык — это презентация как бы глубины, истории, мировоззрения, духа, сердца, крови народа, если вы хотите, да. Вот тут звучало, что русский сам себя как бы отстоит. Также и кыргызский. Вы вообще можете убрать статусы государственные, официальные,
официальный. Кыргызский никогда не погибнет, понимаете, потому что он в крови народа, он на нем растет, бабушка воспитывает детей, она говорит на этом языке и так далее, если уже так говорить, понимаете. Точно так же русский язык. Просто нам важно, вы знаете, горячность или эмоциональность вокруг этого вопроса, это скорее, конечно, связано с той ситуацией исторической, политической, в частности, вот при Союзе было так, да, потом мы перешли совершенно в другой период, и это некий такой прайд, что ли, да, вот такая, это тоже форма гордости, ну, в хорошем смысле для кыргыза, чтобы кыргызский язык был, так сказать, основой повсеместной и так далее. Но тогда давайте это делать нормально. Вспомните, когда ислам вот входил, ну, я приведу этот пример, все вы знаете, да, почему начало Золотого века ислама, расцвета культур, он начался с языкового подъема, с домов мудрости, перевода. Это была гигантская работа по переводу, так сказать, я общим словом скажу, достижений предыдущих цивилизаций, да, а именно там древнегреческой, древнеримской и так далее, древнеегипетской и так далее. Все эти труды массово переводились, и на это правители стран давали столько, так сказать, внимания, ресурсов и так далее. И поэтому мы имеем вот такой необычайный рассвет, ну, естественно, это вкупе с верой шло, но и вместе с тем культуры, так сказать, науки и так далее. Вот. И точно так же здесь. А мы палец о палец еще не ударили. Это очень смешно. Только кричим лозунгами вот, в политическом поле, знаете. Действительно, нужно создавать пединституты для хороших, где выращивать, так сказать, хороших учителей и кыргызского языка, и русского языка. У нас туши свет и в русском языке, понимаете? Хорошо говорить. Не, ну вот надо повышать зарплаты и так далее, думать об этом. Это вообще стратегический вопрос, честно говоря. Вообще он идет вкупе с подъемом и поддержкой культуры, образования, понимаете? Вот, Талгат, смотрите, Джембе говорит то, что если даже убрать статус государственного у кыргызского языка, кыргызский язык не погибнет. Вы с этим согласны? Я тоже с этим отчасти согласен. Он у нас в крови, это наша гордость, кыргызский язык. Другое дело, вот сейчас сказали по поводу обучения. Я согласен с этим. Надо действительно преподавателя сейчас, вот вы сказали, за 5000 сомов. Вот пусть уделяют больше внимания, ресурсов, чтобы обучать и кыргызскому, и русскому языку. Потому что мы в процессе своей работы мы с руководителями диаспор встречаемся частенько, общаемся. И они все в один голос говорят: вы нас обучите, говорят, мы согласны кыргызский язык выучить. Просто говорят, вы нас правильно обучите, говорят. Вот это проблема. Да, очень многие, понимаете, нужно, что я так вот в прикидку, повышать уровень образования языкового, да, соответственно, выделять средства для всех пединститутов, учителей, образовательного среза, да. Во-вторых, переводческий проект нужно вести. Вроде деньги выделяются, да, есть, насколько я знаю, даже лично коснулась, выделены деньги на поддержку кыргызского языка, публикации на кыргызском языке и переводы. Я не знаю, как там вот остальное, что делать. Я знаю по моему отцу, писатель Кубатбек Джусубалиев, и вот его давно, говорят, Муздак Дуалдар давно не выпускалась, вот он с Советского Союза в конце еле выпустили, и практически нет, да. Да, все, ввели его в список, уже 4-й год вот это вот длится, понимаете, никак не выпустят, ну, видимо, и других тоже, да. Никто не занимается вот по-настоящему глубоко, ну, скажем, культурой в целом, да, репертуарами там кыргызскоязычных театров и так далее, и так далее. Они, посмотрите, в каком состоянии у нас и театры, и все. Надо массово, вообще широко этим заняться, понимаете? И тогда только можно говорить. И плюс для тех, кто русскоязычный, как бы, ну, других этносов, помогать им создавать школы какие-то, бесплатные школы, да, все делать для того, чтобы это было легко изучить. Я бы хотел немножко прокомментировать относительно статуса кыргызского языка, официального, то есть государственного языка. То есть уберем, не уберем, я считаю, нужно оставить, потому что это законы. От законов идут уже другие правила, правильно? У нас, допустим, на сегодняшний день есть законы, гласящие, что любой контент, там, что на телевидении, на радио, остальное должен быть 50/50 как минимум, правильно? Но этого не соблюдается. Пока мы этого законом потихонечку не будем вводить такие определенные ограничения, стимулирующие, развиваться ничего не будет. Доминировать будет, как свободный рынок будет. Доминировать будет тот язык, который, может, английский завтра станет. Может, наши дети сейчас, допустим, мои дети учат английский язык. Они русский язык не учат. Да вообще, чем больше языков, тем лучше. Да? Вообще сознание расширяется, да, мировоззрение и так далее. И поэтому именно наличие правописания именно в законодательстве должно быть.
Мы все-таки правовое государство. Все наши программы, говорите, государственные, там, стимулирующие, программы развития, образовательные, они все исходят из каких-то законов, из каких-то нормативов, правильно? И все эти нормативы должны быть на месте. Только потом мы начнем потихонечку. А после выделения денег, то, что они своровали, украли, коррупция, ну, к сожалению, это наша трагедия. Об этом все знают. Но эти законы должны быть прописаны. И они должны степ-бай-степ хотя бы потихонечку уже внедряться, да, иначе... Да, вот относительно, что язык не пропадет, это там, с кровью там, родителей, бабушек, тетушек, но я не согласен, потому что любой язык, который активно не используется как общественный язык, а не бытовой домашний язык, исчезает, да? Даже вот при нынешнем как бы, темпе развития глобального, да, очень многие языки вымрут, потому что доминировать будет там несколько там, основных языков. И поэтому, если мы хотим сохранить свой язык настолько дольше, да, насколько это возможно, мы должны его сделать общественным языком, а не так, как вот в Советском Союзе бытовой язык. Да? Почему мы не можем сейчас подняться? Потому что это был то есть он ушел на периферию, остался бытовым языком. Мы в общественных своих взаимоотношениях на кыргызском языке ничего не делали. Да? Почему мы до сих пор не можем писать какие-то научные труды сразу на кыргызском, не переводя? Да? Почему даже просто там какие-то приказы государства не можем писать? Ну, это все потому, что это не общественный был язык. И поэтому сказать, что если даже никакого там поддержки не будет, этот язык просто сам по себе не пропадет, это неправильно. Если мы хотим язык сохранить, это должен быть именно общественный язык. То есть, когда вы, выходя из своего дома... А сохраним для чего? Вот для чего нужно кыргызский язык сохранить? Вот, Талгат, вы скажите. Можно я доскажу? Да? Вот на данном этапе это очень простой, рациональный, не какой-то там эмоциональный, да, компонент. Вот смотрите, у вас есть 80% населения, если вы им будете давать знания очень быстро, без промежуточных переводов, через знания развивается экономика, через знания развивается общество. Вот в данном вот этапе, я не говорю через 100 лет, что, для чего, да, вот на данном этапе, если мы на кыргызском языке будем очень хорошо, быстро производить, употреблять информацию, знания на кыргызском языке, вот 80% населения, которое говорит на этом языке, будет в этом активно участвовать. А у нас, получается, мы сейчас не можем мобилизовать все свои общественные ресурсы, потому что у них просто нету знания, информации о многих интересных, развивающих вещах, которые происходят в мире. Как можно вот в эпохе глобализации, когда ежедневно умирает по одному языку, можно знания адаптировать на местный государственный язык? Тогда, может быть, на английском языке учить и отказаться полностью от кыргызского? Очень просто, потому что вот очень много знаний, да, и даже из самых передовых университетов мира сейчас выкладывается интернет под открытыми лицензиями. То есть вы можете легально их себе там перевести, адаптировать как вам угодно и на его основе производить свои знания. И сейчас есть автоматические переводчики, да? Ну, тот же Google Translate. Они переходят сейчас на искусственный интеллект. То есть это прогнозируется через 10-15 лет. Вы любое знание в мире, в принципе, можете практически очень, скажем, не супер, в таком приемлемом качестве получать перевод. Да? Например, возьмем книгу Джейна Гудола. Можно перевести через Google Translate и узнать нет, Google Translate, нет, смотрите, давайте разделять, да, художественный перевод, когда вам требуется обязательно там хороший профессиональный переводчик. Это один вопрос. Второй вопрос ежедневной своей деятельности. Вам надо какие-то вещи быстро узнавать, без переводчиков, да, там, расписание самолетов, там, принять участие в каких-то семинарах, куда-то доехать. Или вот как наши дети делают, там, послушать, о чем говорит человек в TEDx, там можно включить субтитры, он будет на кыргызский переводить, да. Все это будет с помощью искусственного интеллекта доступно через 10 лет в хорошем качестве. А что будет тогда с наукой? Наука что будет с наукой? Развиваться. Вот Европейский Союз сейчас хочет открыть все свои научные труды, то есть так называемые вот эти научные статьи, да, которые публикуются в научных журналах, сейчас доступны по подписке. Они хотят сделать их открытыми.
под открытыми лицензиями, то есть имеется в виду открытый доступ. То есть любой человек может его брать, цитировать, менять, что-то делать. То есть сейчас глобальный тренд показывает, чем больше открытости, тем быстрее развивается общество. Да? Ну, возьмем пример того же Linux. На основе Linux сейчас сделаны андроиды. То есть Android это у всех у нас в карманах есть. Да? Несколько миллиардов установочных ОС, да, операционной систем, который берет свое начало от другой операционной системы, которая сделала его открытым для изменений. Любой человек берет, делает свой продукт. И Google сделал, да? Какой продукт? Вы точнее говорите, Ну, смотрите, а то мы сейчас Linux. не поймем, что за там Linux. Мы даже не знаем, что такое Linux, понимаете? Это операционные системы, те, которые знают, что такое Microsoft и Люди, Linux, которые могут создали знать, вот эту да? Но операционную мы сейчас систему, к этому сделали вернемся. его У меня открытым. есть вопрос просто. Вот, я затронула вопрос о науке. Когда пришла наука в Кыргызстан? Вот у кыргызов когда наука? С появлением русского языка и с появлением Советского Союза, верно? А теперь как вот вы предлагаете такую идею, что все передовые технологии, которые в основном они пишутся и передаются на английском языке, мы их будем переводить на кыргызский, а потом осваивать? Или не легче ли сразу же нам перейти, забыть русский и кыргызский и перейти на английский? А почему мы не можем на кыргызский переводить и кыргызский изучать? То есть английский У дополнительно нас изучать и оставить выбор. книги, которые Поэтому выходили я в здесь- 60-х годов, до сих пор нормально не перевели. Вы верите, то, что не надо сейчас переводить перевели? уже. Их уже все, уже поздно их Зачем переводить. переводить? Если в течение 30 лет не смогли нормально перевести, сегодня думаете, Не, ну, значит, хорошо смотрите, переведут? Во-первых, появились технологии, которые все это ускоряют сотни раз, да? Во-первых. Во-вторых, с английского языка переводить намного легче. Там язык не такой, знаете, официозный, такой тяжелый, с сложными конструкциями. Там люди как-то проще пишут. И молодежь сейчас, в принципе, нас не спрашивает, как что развивать. Вот меня вообще как-то иногда удивляет. Мы сидим взрослые, все обсуждаем о будущем наших детей, да? Но мы в то же время не смотрим, как они вообще действуют. Они нас не спрашивают, они сидят в этом Ютубе, да? И делают все, что им нужно, да? Они, я не знаю, они даже писать не умеют, но регистрироваться в этих службах умеют, да? Хотя там интерфейс на английском языке. И когда им нужно, они просто тупо все вбивают в Google Translate, там понимают основную суть и идут дальше. То есть мы за них пытаемся решать, но они нас уже превзошли. Так вот, кто должен решать? Государство должно вести вот свою идеологию, развивать государственный язык, или рынок должен диктовать, какой язык нам сегодня нужен для того, чтобы мы зарабатывали деньги, или человек сам должен выбирать? Все три вместе. Не, ну, Вместе, государство естественно. должно обеспечивать Государство раньше свою функцию. госсекретарь, который отвечал за идеологию. Сейчас у нас этой должности нету. Не, идеология, в конце Нет, концов, все равно сведется к экономике. От этого никуда не деться. А что экономика требует? Нет, смотрите, государство Вот должно что хотя бы экономика государство требует? Не, должно дать, экономики допустим, что? определенные, скажем, я же говорю, вот, законодательную базу, да, это то, что государство может дать. Ну, регулирование там, или дерегулирование, создать определенные Государство условия. должно волю проявить и Да, сделать. да, да. И, Государство допустим, должно определенная да. программа, да, государство должно профинансироваться. Это максимум, что государство может сделать. Но государство не может вас заставить учить кыргызский язык. Государство должно вам дать возможность. Возможность, да. Должно вам сказать, ребята, если вы Обеспечить. хотите вот, да, жить в этой стране, развиваться в этой стране, мы как государство видим развитие да, на будущее вот в таком пути. Вы с нами вместе пойдемте. Но в то же время, если вы хотите, допустим, устроиться в государственный орган, там, это уже получается определенное, скажем, направление, да, новое, тогда будьте любезны. Если нет, вы хотите просто жить в этом обществе, да, быть частью этого общества, пожалуйста, мы не ограничиваем вас. Ну, государство так должно говорить, по крайней мере. Вот у нас есть русский язык, пожалуйста, вот английский, пожалуйста, YouTube, что хотите, используйте. Главное, чтобы вот эти есть законы, их не нарушайте. Теперь общество, вы правильно говорите, здесь рынок опять, да, решает. Допустим, вот сейчас YouTube, да, мы действительно вот сейчас даже на корейском, на китайском даже иногда видишь, дети начинают что-то искать, находить, и на самом деле находят для себя там какие-то мультики, какие-то, допустим, программы, там, какие-то, ну, допустим, по робототехнике, да, как роботы собирают. На китайском языке там что-то дети говорят, пишут, и наши собирают. И это уже рынок, это уже, получается, мы здесь за ними уже не успеваем. Мы должны тогда им как-то помогать, стимулировать их. Помогать как родители, как, допустим, общество постарше, да, поколения. Давайте мы тоже вместе тогда попробуем какие-то программы написать, не знаю, какие-то, допустим, материалы написать на кыргызском языке.
с помощью государства и с помощью нашего общества. А дети уже сами будут выбирать потом дальше, куда идти, как идти. Но если вы хотите, опять ограничений, да, если вы хотите пойти в госслужбу, быть в управлении с государством, тогда будьте любезны, знайте кыргызский язык. То есть управляете государством, работаете на госслужбе, знаете кыргызский язык. Если вы часть общества, тогда Вы можете знать... то есть кыргызский язык. А тогда вы можете спокойно выбирать любой язык. Тогда какая будет связь между государством и обществом? Потому что Ладно, общество вы у сегодня нас, смотрите, общество у нас, совсем смотрите, молчите. я скажу, в обществе 80% состоит из кыргызскоговорящих. Это требование кыргызскоговорящего населения. На 80% населения кыргызскоговорящее. Поэтому государство отвечает этому требованию. Все. Да. Если бы у нас 90% говорили бы на русском языке или там, не знаю, там, на другом языке, я уверен, что государство тоже поменяло бы политику, наверное. Нет, тогда все равно надо было кыргызский. Это же основа все равно культуры и Поэтому мировоззрения. Государство правильно? должно обеспечивать такую функцию доступность информации, да? Доступность информации для людей, которые говорят на кыргызском языке, государство должно обеспечивать. Ну, как должно обеспечивать? Ну, создавая условия, да, вот как говорят. У нас есть такая проблема, но не только в сфере языка вообще. Государство монополизировало право решать социальные проблемы себе. Других не подпускает, да? А мы же видим, что вопросы решает общество, да? Намного быстрее, лучше, эффективнее, чем государство. Вот недавно вот этот вопрос же тоже стоит же, да, там плагиат, не плагиат, да? И когда начинаем разбираться, вот эти сайты, которые сейчас разоблачают всех плагиатчиков, тоже созданы просто на общественных началах, да? Это не государство создает. То есть вопрос решается обществом намного лучше. Быстрее. И поэтому, если наше государство хочет развивать язык государственный, он должен больше, шире привлекать общество, общественные институты, да? Вот там вот этот вот у нас избитая тема, у нас нету курсов, там методик преподавания кыргызского языка. Ну, я с этим не согласен. Но как это можно решить, да? Ну, объявите конкурс. Пускай там 100 человек напишет свою методику, дайте им денег там. Через 3 года там отберется государство, не государство, а в смысле экономика, рынок сам отберет там лучших там 3, 4, 5. И они потом заложат основу. Но у нас 20 лет государство сидит, думает, хочет сам придумать. Ну так не получится. Если б думала, все на самотек просто идет. Нету. Вот у нас ассамблея народов Кыргызстана есть, да? Вот государство тесно должно с ними вот этот вопрос проработать. За какой период времени можем выучить кыргызский язык? Какая методика? И уже тогда и вот эти все диаспоры, наши народы Кыргызстана, они тоже будут изучать кыргызский язык. Если Потому что уже народы диаспоры будут учить потому кыргызский что язык, а как руководители потом диаспоры всегда- работать? А? Когда вот на территории СНГ востребован русский язык, как тогда быть мигрантом, которые вот это основной вид заработка кыргызстанцев? Не, ну одно Нет, другому ну, же не это мешает уже- вам. мы же или только не что мешает. говорили, да, об этом. Это уже личный выбор. да. Хочешь, едешь в Россию, учишь русский язык. Хочешь, И мы едешь очень в Турцию, гордимся, что у нас учишь мигранты, да, турецкий. еще в России. Или хочешь, едешь в Америку, учишь Да. английский. И причем Уже наши личный наши выбор. мигранты как им на русском учить, лучше всех разговаривают. А как им учить русский язык, если вот я вам уже данные показывала, что 70% школ обучение идет на кыргызском языке. Где им учить русский? И смотрите, почему мы должны стремиться к тому, чтобы наше молодое поколение, которое за нами растет, должно ехать в Россию и работать Да. мигрантами. И вот это вот в обществе у нас вот это постоянно муссируется, да, что если мы не знаем русский язык, то мы в Россию не попадем. Да ладно, мы не попадем в Россию, но у нас кроме России еще другой мир есть. Да? Есть Ну, тогда да. другие языки надо учить, все равно вопрос Не, станет. пусть учат, Это, пусть, конечно, не- с экономикой пусть учат другие связано языки тоже. дополнительно, но людям вбивать в голову вот так вот постоянно говорить, что, ребята, если вы русский не будете знать, то вы в Москву не поедете работать дворником. Да? Ну, я думаю, это неправильное отношение. Выбор оставлять нужно всегда, пожалуйста. Я говорю на русском языке, я рад этому, да, и я доволен. У меня дети тоже говорят, знают русский язык, кыргызский язык знают, А английский как знают. русский сделать доступным в регионах? Материал, опять же. Пожалуйста, у нас школьные материалы, интернет, да, сейчас вот говорите, цифровизация, мы же объявили год цифровизации, давайте над этим поработаем, мы дадим доступ к регионам. У нас сейчас из 400 этих аилных округов по всей республике, районов, да, только осталось, по-моему, 50 или 60 не охваченных интернетом. Очень мало, то есть их охватить интернетом, дайте доступ людям. и всё. Ну, опять же, да, вот этот тренд, мне кажется, сейчас меняется. Мы просто, опять же, обсуждаем то, что уже прошло, да, то есть мы задним числом обсуждаем. И тренд как бы миграции, опять же, там поворачивается в сторону Турции, там, в сторону Запада,
те же Корея, ну вот у нас рядом Китай развивается с большими темпами, там есть ребята, которые учат китайский язык. А просто вот, опять же, вот из-за вот сильно политизированности вот языковой темы, да, мне кажется, вот этот просто постоянно оббивается, вот там вот нам нужно русский язык учить, там нам надо отменить. Ну, то есть просто вот он сильно обсуждается, а на самом деле мы обсуждаем постфактум, то, что уже прошло, там все меняется. Молодые, вам было бы, я думаю, очень интересно как-нибудь собрать молодых, а не стариков, да, и с ними пообсуждать этот вопрос. Мне кажется, это будет очень интересно, у них будет совсем другой взгляд. Возвращаясь к теме госслужбы, у нас президент говорит хорошо на кыргызском языке. У нас львиное количество депутатов в парламенте говорят на кыргызском языке. А почему такой острый вопрос стоит? Может быть, действительно ли есть, что ли, такая проблема, что вся документация, документооборот, который ведется на русском языке, абсолютно мешает производительности? Это миф или правда? Да нет, я не думаю. Просто опять-таки, тут либо желание политизировать, даже неосознанное, знаете, потому что это легко, вот, знаете, популизм всегда легче, потому что берутся какие-то стереотипы, шаблоны, и вот так вот выбрасываются, и все, да, вот как вы тут цитировали одного бывшего политика и так далее. На самом деле вопрос намного глубже, вот, и никто этим нормально как бы не занимается глубоко. Делопроизводство, ну вот я как считаю, конечно, оно должно быть. Мы Кыргызстан, для нас это даже важно, вот здесь политически важно тоже, чтобы кыргызский язык как бы был распространен, преподавался хорошо, да, уровень качества преподавания и знания его было как бы на уровне, и, соответственно, делопроизводство на кыргызском языке. Сейчас как? Оно будет только на кыргызском, да? Или на двух языках? Сейчас Как бы официальный, 20 лет значит, уже как должен вестись на да. двух языках, а в реальности ведется только на Да, официальном потому языке. что мало делается. До этого ничего не делалось, только разговоры, понимаете? Вот. А пути ведь ясны, тут они все были проговорены, что делать и как. Это просто надо засучить рукава, затянуть пояс, и это делать. Воля нужна, Государство, воля нужна, и реально ее притворять, а общество присоединиться. Вот. А как тогда ввести работу на кыргызском языке, если народ владеет на уровне, вот, на бытовом уровне? Как тогда? Ну, вот... это же вот мы говорим, мы в переходном периоде еще, понимаете? Хотя, конечно, 20 лет с точки зрения истории, наверное, мало. Хотя много примеров, хотя бы соседний Казахстан, да, вот волевым решением было много, так сказать, принято решений, законов и так далее, и, пожалуйста, результат. И у нас точно так же можно сделать. А пока мы вот все вот в такой, знаете, в серой зоне, как говорится. Тут, непонятно. мне кажется, опять вот. же... Но здесь не надо ставить вопрос, что русский мешает или английский мешает. Язык другому языку никогда не мешает. И вообще, вы знаете, когда я вижу моменты, ну, вот в силу внешности, наверное, моей, у меня были пара моментов таких, знаете, мне не хотели книгу на кыргызском продать, там вот на площади продавали. Я на русском спрашиваю, мне на кыргызском отвечают, я-то знаю язык, как бы я могу, но я вот нарочно ему тоже вот такого ненавистничества, да, какое-то. Это люди только невежественные, как бы противопоставляют язык другому. Язык это же больше вообще, чем это основа культуры, как бы я говорю, да. И те люди, когда я проверяю чаще, вот, что я хочу сказать, когда вот такие примеры, я сразу вижу, что сам человек хорошо кыргызским не владеет. Вот он может какой-то расизм свой проявить, да, но он, человек, который владеет хорошо одним языком, родным или нет, он тоже владеет многими, ну, как бы, он культурный человек, он более развитый, он менее невежественный, скажем так, да. Вот. Поэтому здесь вопрос не надо так ставить, один язык другому мешает. Надо только ставить вопрос в качество. Нам надо повышать и все для этого делать.
преподавания языка кыргызского, русского решить. Английский нам нужен, английский, турецкий, китайский и так далее. Вот действительно же общество из-за реальности, так сказать, из-за тех потребностей, из-за рынка, как вы говорите, да, оно само идет по вот этим путям. Поэтому молодежь там интересуется теми или иными странами и, так сказать, их продукцией культурной на том или ином языке. Вот. Мы уже подводим итоги. Последние 10 минут эфира. Да. Давайте каждому из вас дадим слово, чтобы вы внесли свои предложения, как можно вот решить такие проблемы, если они есть. Ну, спасибо за возможность. Я хочу опять заметить, что действительно вопрос сегодня обсуждался не в том ракурсе, что нам русский язык не нужен. Нам русский язык нужен, английский нужен, кыргызский нужен. Но кыргызский на сегодняшний день настолько в обиходе, да, то есть настолько в обществе, настолько на политическом уровне, на научном уровне не развивается, к сожалению. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы развивать его. Развивать его, улучшать, допустим, те же научные материалы, те же научные статьи, допустим, да, писать на кыргызском языке, стимулировать со стороны государства. Законы нужны для того, чтобы этот язык он остался, сохранился, он развивался. Нужен язык для чего? Потому что это наша идентичность, это наша культура, это наша история. И русский язык, он как у нас был за последние 100 лет, и благодаря русскому языку мы тоже развивались и развиваемся. Почему нет? Мы дальше будем учить и изучать русский язык. Да? Английский язык сейчас во всем мире популярен. Давайте английский язык изучать. Поэтому вот эти публичные заявления, популистические, скажем, заявления, я думаю, нам нужно от них отходить подальше. Просто быть прагматичными и чем-то, если сможем помочь на нашей стране, давайте поможем. Талгат. Я полностью согласен с тем, что сейчас сказали. Просто от себя хотел сейчас добавить. Но здесь непонятно для Сейчас. чего. Сейчас я хотел добавить. Что вы понимаете, почему идентичность кыргызского народа честно связана с кыргызским языком? Я сейчас мысль свою скажу. Вот сейчас сказали, что вот покупали что-то, и там на кыргызском иногда Ответили. просят, да, говорить. И он тоже мне отказался продать даже. У меня такие ситуации тоже были. Когда подхожу, я сам русский язык учил с 1 класса, в русской школе учился. Один кыргыз был в классе. Так получилось в жизни, что я только русский учил. Сейчас в движении Кырчыро мне этот, русский язык не мешает общению. Меня там понимают. Они меня где-то учат на кыргызском. И вот я к чему хотел сказать, что мы сами, коренные жители, должны чуть-чуть какое-то добро проявить. Вот так, как на базаре или чем покупать, мы должны учить их. А это так, он старается, он хочет что-то сказать, мы должны ему помочь, а это вот так надо, это. То есть она как-то в форме игры какой-то должно проходить, чтобы мы понимали друг друга. Мы же все родные, все равно. Русский наш родственник, брат, казахи братья наши. Так что я думаю, справимся. У русские братья, казахи братья, хорошо, но здесь вопрос был, позвольте, я вас возвращу. Вот почему идентичность кыргызского народа должна быть тесно связана с его языком? Почему мы не можем свою культуру развивать через английский язык? Да нет. Ну это же Как основа это основ. основ, да, это культура наша. Вы провоцируете, наверное. Да. Я сразу не могу так ответить. Обязательно нужно развивать, конечно. Кыргызский язык. Но тут же нужно, для чего? Если мы хотим сказать, что вот мы кыргызы, мы живем здесь, это наше государство, это наша культура, опять-таки. Если мы хотим сохраниться просто, язык — это основа. Но другое дело, это не значит, что это за счет других языков. Язык обязательно нужно развивать. Это, опять-таки, я повторю, здесь было много рассказано, это история, это культура, это идентификация, это дух, это мировоззрение, это код, это кровь, если хотите, да? Основа основ. Вот, только на языке можно построить и, так сказать, развивать, и было это построено, и, так сказать, традиция, культура. Вот, поэтому здесь вопроса вообще нет. И именно поэтому его нужно, так сказать, вводить, развивать и качественно это делать. Вот. Но другое дело, это
изучение других языков, и в частности поддержка, скажем, в нашем случае русского языка, это только, знаете, плюс будет. За счет других очень много, я вот готовясь, думаю, посмотрю-ка цитаты, да, честно вам скажу, и там умнейшие люди говорили такие великие вещи, да, я сейчас уже не буду, так сказать, блистать, но вот одна из идей повторяется рефреном. Один язык только помогает другому языку, потому что вы, изучая другой язык, вы входите, так сказать, в мир, в дополнительный, понимаете? У вас расширяется сознание, мировоззрение, вы можете сравнивать, да, какие-то понятия. Какой-то язык более образный, какой-то язык, может быть, более рациональный, так сказать, легче выразить эти мысли. Это же все обогащает, и это будет только в плюс, так сказать, кыргызскому языку. Вот у меня такой взгляд. А то, что надо делать, мы уже тут не раз сказали. Ну, есть очень большая нация, это вот малайцы, которые больше чем 10 лет назад перешли на английский язык, и сейчас они получают знания и науку, делают на английском языке, но при этом они свою идентичность не теряют. Там политический контекст тоже есть, да? Потому что у них же противостояние с Китаем, и чтобы не потерять свою идентичность, ну, как бы изучение английского языка ставится в как бы защитный механизм против китайского языка. Да? Значит, все-таки можно свою идеологию продвигать и культуру, используя чужой язык, как Малайзия делает, используя английский язык. И я просто не знаю, ну, вот, насколько Малайзия хорошо продвигает свою культуру, используя английский язык. Да, потому что в школах, в университетах уже переходят английский язык на преподавание английского языка. Да, и преподавайте, только у них, против. по-моему, вот в детских садах только вот осталось внедрить. То есть я просто говорил о том, что если малайцы выбрали английский язык, да, на то была политическая причина. Я просто вот на этом моменте хотел акцентироваться. Ну, конечно, английский язык, китайский язык пускай преподается. Ну вот мы видим, что наши соседи преподавание английского языка даже делают обязательно в школе, да? Я бы за, чтобы у нас тоже английский язык преподавали. Вот, или вы в другом контексте спрашивали? Нет, в таком же нет. Мы просто уже подводим итоги, и мы ждем от вас предложения. Вот как можно дальше развиваться, ваши идеи и предложения? Ну, конечно, самое первое — это не закрываться, да? То есть открывается, то есть развивается только то, что является открытым. То есть когда происходит взаимное обогащение, да, вот как Джамбыч сказал, то есть мы оттуда что-то берем. Если мы посмотрим тот же японский язык, там очень много англицизмов, да? Они просто берут английские слова и согласно их фонетическому высказыванию, они их внедряют в японский язык. Точно так же мы можем тоже, да? Но здесь вот мы очень много сегодня говорили про делопроизводство. Вы спрашивали, вот, что нужно, да? Но мне кажется, здесь, видите, если так посмотреть, государство, ну, лице Джогор Кеңеша, там делопроизводство уже поставлено на кыргызский язык. Джогор Кеңеш у нас чемпион, да, в этом плане. Администрация президента, там тоже делопроизводство на кыргызском языке, дела обстоят очень хорошо. Вот с правительством беда, да? Возможно, из-за того, что у нас правительство каждые полгода меняется, никто не успевает, да? То есть в другом, да, проблема не в... Да. То есть если администрация президента смогла, Джогор Кеңеш смог, да, почему правительство не может? Я думаю, вот правительство как раз-таки должно выполнять свои прямые обязательства, обеспечивать своевременную информацией свой народ, да, надо обеспечивать доступность информации на том языке, который они должны производить, что они не делают. Но я думаю, это вот государство, лице правительства, что должно делать. И второй, вот я уже говорил, государство вообще надо более шире привлекать общественные институты, частных людей. Вот, не знаю, могу много разговаривать, но в целом вот так. Государству надо просто нормально обратить внимание на культуру и образование. Вот даже просто, это, конечно, слышится просто, но по-настоящему это сделать. И рассматривать, допустим, Министерство культуры и образования так же, как стратегические министерства. Вот, и, соответственно, их укрепить. Вот, и, соответственно, всю ту отрасль, которой они ведают, если уже говорить о правительстве. И тогда будет. И потом, знаете, я вот думаю, вот более важный вопрос, я, конечно, не хочу тему переводить, ну,
мы все это знаем, трагедия, как и вы сказали, это коррупция. Если бы не было коррупции, вот как ни странно это звучит, этого вопроса о языке тоже не было бы. Не Вот, появлялось. да, вот если вот так цепочку построить. Вот Да, так. у нас уже Поэтому эфирное время. патриот не тот, кто там на кыргызском говорит, ты там на русском не говори, а тот, кто отказывается и сознательно живет, ему, наверное, труднее от каких-то коррупционных действий, будучи, так сказать, у власти. У нас уже время закончилось. Только что с вами была Джамбы Джусубалиева. Справа от меня Чурубек Саданбек, разработчик кыргызского языка в Google переводчик и кыргызской версии Википедии. Слева от меня это Темирбек Аджигулов был, председатель правления бизнес-ассоциации «Джия» и представитель Кручуро. К сожалению, мы вообще мало от вас вообще услышали сегодня. Талгат Джулдошев. Очень вежливый, не перебивал. Это была программа «Пятеро на пятом». Увидимся на следующей неделе.